Третье лето подряд облака, проплывающие над Агинской степью, не приносят дождя. Даже самые обильные во владениях Цахтахангильского колхоза имени 22-го партийного съезда озеро Ножей утратило свое голубое зеркало. На немногих уцелевших сенокосах косилки срезали лишь верхушки редких травинок. А люди ждали от земли не только хлеб для себя. Земля должна прокормить еще 60 тысяч овец, коров, лошадей. О чем думает в эти дни председатель Цахтахангильского колхоза? О том, что он, Дамбыжалсын Дандуков, не несет ответственности за далеких предков, выбравших эти степи, где на 730 квадратных километров не насчитывается десятков худосочных родников? Что он, Дамбыжалсын Дандуков, не несет ответственности за того шутника, которому пришло в голову назвать эти земли каштановыми? Что он, председатель, не в силах прикрыть тысячи гектаров от палящего солнца? Нет, не ищет председатель оправдательных фраз. Он думает о том, как удивились бы его далекие предки, узная они, что даже в этот год, год огненного дракона, бескормица не грозит цахтахангильским отарам. Сумели цахтахангильцы подобрать ключи к трудовой земле своих предков. Василий Осипович Петров, начальник цеха растениеводства, заслуженный агроном Федерации, один из тех, кто подобрал ключи к земле. Ключи к земле. Вопрос не праздный. И по опыту работ довольно сложный. Ответить на этот вопрос прямо трудно, но общие черты этого вопроса можно осветить так, что прежде всего любовь к земле и знание этого земли доподлинно. И после этого, зная эту землю, надо решительно, с полной квалификацией, полной ответственности за порученное дело начинать проводить те мероприятия, научно обоснованные, применительно к местным условиям, в таком плане, чтобы успех сопутствовал и был результативен начатому делу и отвечал потребностей хозяйства, вообще общего дела. По опыту работы в колхозе 22-м партийном съезде, то, что мы имеем в земледелии сегодня, пришло к нам не сразу. Это сопутствует большая кропотливая работа, начатая нами в начале 9-й пятилетки. И вот сегодня, когда мы прожили 9-ю пятилетку и уже приступили и работаем первый год 10-й пятилетки, можно сказать, что у нас есть положительные результаты в области растениеводства, ибо цех растениеводства, за который я отвечаю, за это время далеко ушел вперед, имеет положительные результаты, и хозяйство от работы, правильной работы этого цеха получает положительные результаты. Эти положительные результаты сложились не от одного мероприятия. Был проведен комплекс работ по улучшению ведения растениеводческой отрасли, улучшению земледелия в целом. И нужно сказать, что если хозяйство в 8-й пятилетке производило всего 205 тысяч центнеров зерна, то за годы 9-й пятилетки производство зерна возросло в 2 с лишним раза и достигло уровня 418 центнеров. Если продажа хлеба государству в 8-й пятилетке составляла
21 тысячу с половиной центнеров, то за годы 9-й пятилетки продажа, реализация этой продукции сельскохозяйственной возросло до 123 тысяч центнеров. Рост произошел в 6,5 раз. За это время, и особенно вот в конце 1975 года, животноводство у нас полностью обеспечено кормами. Мы рассчитываем полностью с государством. И это результат того, что сделана коренная перестройка деловедения земледелия. И наше основное достижение сводится к тому, что мы полностью отказались от ранее применяемой системы земледелия, так называемой классической, отвальной системы. Мы с этой системой расстались уже как 4 года назад, и все земледелие сейчас у нас основано на противоразийной системе. И эта противоразийная система внедрена полностью во всех ее аспектах. И мы уже получаем положительные результаты. Особенно эти положительные результаты заметны в нашем хозяйстве. Это за последние 3 года 9-й пятилетки. То есть тогда, когда мы уже освоили эту систему. Это 73-й, 74-й, 75-й год. Нелегко полюбить эту землю. Еще труднее узнать ее возможности. Вряд ли когда-нибудь будет посчитано, сколько затрачено цахтахангильцами на то, чтобы раскрыть тайны земли. Скорее всего, во всех отчетах так и останется одна цифра – 20 тысяч рублей. Именно столько колхоз расходует ежегодно на свое 100-гектарное опытное поле. Здесь каждому сорту, даже если у его родителей кандидатские или докторские звания, задается один вопрос. А на что способен ты на нашей земле? Завершив уборку, отправляется агроном опытного поля Рай Абитуев в вояж по городам Сибири. Целый месяц нет Раи дома, а в адрес колхоза один за другим приносит почта обыкновенные фанерные ящички. Далеко не каждая посылка дает начало урожайному полю. Но нет-нет, и учащенно застучит сердце. Вот оно, то, ради чего вел ты долгий поиск. Трудный, сухой год, 250 центнеров с гектара. В 5 раз больше, чем кукуруза, в 100 раз, чем травы на лугах. Это рапс. С первых 100 гектаров колхоз заложил 25 тысяч центнеров силоса. Теперь бери, хозяин, сей на сотни гектаров, в наклад ты не будешь. Особо характерен этот 70-й год, последний год 8-й пятилетки, когда колхоз особенно был в тяжелом положении, и мы получили урожай 2,2 центнера с гектара. Себестоимость зерна возросло до 29,98 копеек за центнер. Все это заставило нас, серьезно проанализировать эту работу. И вот за годы 9-й, 10-й пятилетки у нас преобразились и совершенно другие дела пошли. Мы среднюю урожайность получили за 9-ю пятилетку 13 центнеров, а такие годы, как 73-й, 74-й, 75-й, они дают среднюю урожайность 14,5 центнеров с гектара. Это результат именно коренной перестройки деловедения, полеводства, растениеводства в целом. И в этом главную роль играет перестройка ведения земледелия на основе внедрения противоразийной системы обработки почвы системой машин противоразийного типа. И не только в этом. Такие мероприятия, как коренная перестройка, дело улучшения ведения семеноводства, с переходом полностью на 100% сортовые посевы. Когда внедрили и освоили рациональную систему применения минеральных и органических удобрений,
когда мы перестроили коренным образом структуру посевных площадей, когда мы основательно перестроили хозяйственную деятельность, ведение вообще в целом хозяйства, перешли на цеховое управление, ведение. И нужно сказать о цеховой системе управления особо и подчеркнуть, что на современном уровне развития нашего сельскохозяйственного производства это самый прогрессивный метод управления. Оно дает право цеху в целом, начальнику цеха в отдельности конкретно отвечать за порученное дело. Это первостепенное, что он развязывает руки всех членов этого цеха и прежде всего начальника цеха, что он становится полным хозяином, умеет уже не только знать свое дело, но уже считать свои результаты рублем, что он конкретно и оперативно способен вмешиваться во все детали своего, хозяйства, той деятельности, которая ему поручена. Поэтому я повторяю, что цеховое управление – это самое прогрессивное на современном уровне, и уходить от него, прятать его на завтра нельзя. Это первостепенная задача. И если наше хозяйство в этом вопросе имеет, в целом по хозяйству имеет результаты, то цеховое управление нужно приплюсовать как к решающему фактору дела улучшения ведения и растениеводства, и в целом хозяйственной деятельности нашего колхоза. И опытное поле, и широкий поиск, и хозяйский расчет – всему этому дало толчок к введению цеховой структуры взамен традиционных бригад. Теперь хозяин не только председатель. Хозяин и звеньевой, самый большой начальник на своих 1200 гектаров. У него свой севооборот, свой план доходов и расходов, и каждый в звене знает. От соотношения этих расходов и доходов здесь, в поле, зависит именно их звено купит юбилейные 50-е в Цахтахангеле «Жигули», или они достанутся хозяину более умному и расчетливому. В колхозе 6 цехов: растениеводство, овцеводство, механизация, электрификации, скотоводство и 2 обслуживающие. Видимо, к ним скоро прибавится еще один – кормодобывание. Начало ему уже положено. И этот цех, который выдает 1000 тонн травяной муки и гранулированных кормов, что может противопоставить огненный дракон их разуму, настойчивости, могучей силе их техники? — 16, отвечайте, вызывает 31. Товарищ Бармаев, да? Товарищ Бармаев, вы когда все-таки закончите эту концентрацию на маточных комплексах? Завтра.
Завтра полностью можно ожидать, что все маточные тары будут переведены на комплексы, да? Хорошо. Так и будем ожидать, что завтра все сделаете. Тамидовсон Дандакович, перегон на тары для комсомольской молодежной бригады «Талант» будет выполнено завтра. Я вас понял. Тамидовсон Дандакович. В связи с переходом на цеховую структуру ведения хозяйства мне было доверено главный цех, это цех овцеводства. На сегодняшнем этапе цех овцеводства все производственные вопросы решает самостоятельно, потому что у нас в цехе работает совет цеха, и все специалисты, и все животноводы имеют свои творческие планы, поэтому цеховая структура ведения хозяйства очень много нам помогло для повышения производительности труда и удешевления баранины и шерсти и снижения себестоимости продукции. Главная задача овцевода в этой пятилетке – это концентрация овцеводства. На сегодняшний день наш колхоз имеет 56 тысяч овцепоголовья, в том числе 35 тысяч овцематок. Задача животновода заключается в том, что в этой пятилетке все овцеводство перевести на промышленную основу, согласно плана. Поэтому предстоит нам работать очень много. Все овцеводство должно размещаться на 12 чабанских точках, в том числе 8 овцеводческих маточных комплексов и откормочная площадка на 10 тысяч молодняка и на 8 тысяч молодняка. Поэтому строителям нашего колхоза предстоит в этой пятилетке закончить все это строительство. Вместо 42 разбросанных по всей степи разъединенных точек 12 комплексов. Комсомольско-молодежная комплексная хозорасчетная бригада «Талон» – одна из них. «Талон» значит «рассвет». Не зря ей дали такое имя. Она – начало нового дня в овцеводстве. Здесь не просто собрали в одном месте несколько тысяч овец. Здесь преодолен психологический барьер между старым и новым. Не одинокий овцевод, дружный коллектив, где не только один за всех, но и все за одного. А во главе бригадир-наставник, опытнейший овцевод. Дамбадогур Дандуков – полновластный хозяин комплекса. Правда, отличие от начальника цеха, у него нет своей бухгалтерии, но в его кармане лимитная книжка, и он всегда помнит, сколько осталось у ней чистых листов. Потому и является овцеводство самой прибыльной отраслью колхоза. Доходность овцеводства поднимется еще выше, когда войдут в строй все комплексы по воспроизводству и откорму. Это одна из откормочных площадок. Осталось покрыть крышу и из тюков сена возвести стены. Минимум затрат. На 4 отары всего 2 установки для водопоя. Это тоже результат хозяйского, творческого подхода. Меньше труда, меньше материальных затрат и больше продукции. Теперь в колхозе только так подходит к решению любой задачи. Рационализаторами и изобретателями стали все, от председателя до рядового чабана. И потому новое, экономичное, эффективное всюду. На молочно-товарной ферме за каждой дояркой закреплено 30 коров, а скоро 200 коров будут обслуживать всего 4 доярки. Далекая мечта? Нет. Для этого уже есть все. Электродойка, механизированная раздача кормов, привязано полубоксное содержание коров,
Наконец, безотказный каскадно-сплавной метод удаления отходов, почти полностью исключающий затраты физического труда по уборку помещений. А вот где трудились стоярки летом. Электродойка, своя лаборатория, душ, чистота и удобство при любой погоде. Творческая мысль переделала даже жизни телят. До перехода во взрослую группу одиночный бокс. Над головой инфракрасное солнце. Под тобой всегда чисто и сухо. У старших отдельные всегда сухие полубоксы для отдыха. Чистить их почти не приходится. Телята приучены к чистоплотности еще в раннем возрасте. Живым ключом бьется жизнь Цахтахангила. Вступает в строй детский комбинат на 140 мест, 16-квартирный дом для молодоженов и еще 10 жилых домов, конюшни для скаковых лошадей, зернохранилищ, овощехранилище. Всего не перечислишь. Колхоз может позволить все это. В 1975 году доход превысил 3 миллиона 400 тысяч рублей, а чистая прибыль составила 1 070 000. Жаркое лето. По древнему летоисчислению год огненного дракона. Sokto